родственники приходят и выясняют, ну почему же вот больной-то вот мой тяжелый умирает, вот почему вы виноваты? Ну вот люди обратят внимание, пусть на это и подумают, может вакцинироваться, и тогда не придется приходить к нам в отделение и спрашивать, а почему мы так долго лечим больного, почему больному лучше не становится, хотя мы выполняем все стандарты по лечению. 320 пациентов из возможных 350. Многопрофильная 5-я больница Челнов с 26 июня вновь монопрофильная. Закрыты плановое отделение и снова здесь госпиталь, который уже не раз закрывали и открывали снова. События лета 21-го – это неточная копия событий лета 20-го. Виною тому Дельта. Неточная, но очень удачная копия первоначального уханьского коронавируса. Да, это правда. Вирус более агрессивен, более агрессивное быстрое течение. С лечением иногда не успеваем даже больных пролечить. И молодые, и пожилые, большой процент идет. Очень быстро развивается за несколько дней от 0 до 100%. Быстрое течение, большинство пациентов до 60 лет и худший за все время ответ на терапию. Вот что такое это Дельта. И еще одно наблюдение, которое просто бросается в глаза. У вас какая причина? Как-то не дошло еще, не знаю. Сознание, наверное, не дошло. Думали все, да? Угу. Наш русский авось. Да. А что, вы не верили в эту болезнь до этого? Вот честно говоря, до конца не верила. Ага. До конца не верила. Думаю, пройдет, что я, пенсионерка, что, никуда не хожу, тушу. Ну вот. Среди тяжелых нет привитых, их почти нет и среди пациентов в принципе. За неполный месяц здесь видели лишь 6 человек, успевших получить первый компонент вакцины. Привитыми их назвать невозможно. Это наблюдение нам будет очень полезно в дальнейшем. Все непривитые болеют. У вас здесь когда-нибудь в реанимации был хоть один вакцинированный человек? Нет. До реанимации они, во всяком случае, точно не доходят. Они лечатся очень быстро, если таковые есть, они выходят быстро. Ковид настолько омолодился, что у нас лежат пациенты 1994 года рождения, 98 года рождения. И причем эти пациенты болеют крайне тяжело. Если вы видели один ковидный госпиталь, считайте, что видели все. У этого эхо войны, расходящегося по всем госпиталям страны, нет неточных копий. 220 пациентов Челнинской инфекционной больницы во власти все того же недуга. Если раньше врач с опасением ожидал дня 7 или 11, на который обычно приходились изменения в состоянии больного и не ранее, то теперь от 20% поражения легких, с которым поступает человек в госпиталь, до 80-90% поражения проходит порой лишь пара дней. Умирают во множестве те, кто справлялся ранее. И в первую, и во вторую волны умирают 40-30-летние. Не умирают лишь те, кто защищен. А таких здесь предельно мало. Да, можно рассчитывать, а потом ругать медицину. Чуть меня не спасли. Вот как случилось со мной. Переоценила себя. Вы не вакцинированы? Нет, не был, не успел. Ну, я понимаю, что это слышите постоянно. Я, что называется, пользуясь случаем, на своем примере хочу сказать, что на это всегда нужно найти время. Не просто необходимо. Почему мы все время говорим об этом? Почему мы считаем, что именно это сейчас и необходимо нам знать? Давайте разберемся, что же такое это Дельта. Это более тяжелый вирус, у него более острые зубы, он стал более агрессивным, и да, и нет. Вот критически важный для понимания момент. Дельта – это все тот же налетчик, все с тем же почерком, но это более хитрый и коварный налетчик. После проникновения в клетку Дельта не растворяет ее, а размножаясь и находясь под защитой клеточной мембраны, роет ходы в соседней клетке. Процесс идет незаметно для антител, и когда миллионы точных и неточных копий вируса разрывают мембрану,
Начинается небывалых масштабов воспаления. Перед антителами встает целая армия, которой подчас просто нечего противопоставить. Антител теперь катастрофически не хватает. В том числе и поэтому сегодня и врачи, и ученые настойчиво рекомендуют нам буст антител, повышение антител, постоянное поддержание очень высокого уровня антител. Вакцины дают нам хороший уровень антител к С-белку. Это тот самый ключик, которым вирус-налетчик взламывает наши клетки. Если у вас достаточно этих антител, вы можете надеяться, что организм не пустит налетчика внутрь. Это критически важный момент. Дельту нельзя пускать в дом. Этого налетчика нужно уничтожать еще на входе, иначе он вынесет все. Если ваш титр кажется вам достаточным для этого, не стоит обольщаться. Вы ничего не знаете об этом, даже если вас в этом убеждают необходимые тесты. Обследование антител – это коммерческий ход на сегодняшний день. Не нужно их вообще исследовать. У нас даже в нормативных документах вот к вакцинам четко написано, что исследование статуса на антитела не нужно. Это пустая трата времени. И антителам рознь. Там может болтаться такой пул антител, который совершенно не работоспособны. И мериться этими антителами просто бессмысленно. Смотреть на антитела не следует при решении вопроса о необходимости вакцинации. Есть антитела, нет антител. Это показания для вакцинации в условиях нынешней эпидситуации по коронавирусной инфекции. Итак, сегодня каждому из нас нужен высокий титр антител. Но ведь именно этим мы сегодня и заняты, кажется. Самый популярный вопрос: какой у меня должен быть титр, чтобы вакцинироваться или не вакцинироваться? Есть какой-то нижний или верхний пределы? Ответ – нет. Сейчас нет. Вот как звучит этот ответ по науке. Референсных значений антител в условиях мутирования штамма и изменения клинической картины сейчас нет. Ситуация изменилась. Мы недаром показываем каждую неделю эти госпитали. Недаром говорим о том, что не справляются с болезнью уже молодые люди. Кто-то из них сдавал эти тесты и считал себя защищенным. Когда мы смотрим на эти цифры в наших тестах, мы видим лишь косвенное свидетельство защищенности. Мы видим тень, видим эхо иммунной защиты. В эти дни, лета 21-го, мы не знаем, высоки они или нет. Мы можем лишь сравнивать это с тем, что есть у коллеги по работе или у родственника, но это ровным счетом ничего нам не дает. Единственный на сегодня правильный показатель – это время. Прошло 6 месяцев или более после болезни, прививайтесь незамедлительно. Прошло 6 месяцев или более после вакцинации, прививайтесь незамедлительно, вне зависимости от того, что вы видите в ваших тестах на антитела. Этот принцип универсален, и поэтому все население я просто категорически призываю к тому, чтобы сделали себе прививку. Независимо от того, болел, не болел, полгода прошло, все уже это не те антитела, это не тот пул антител, всегда есть клетки памяти. Нужен бустер, то есть подстегнуть новую выработку антител, завести клеточный иммунитет. И тогда люди просто будут спасать свои жизни. Нет смысла определения титра антител на современном этапе. Для решения вопроса, нужно ли вакцинироваться. То есть вакцинироваться на сегодняшний день необходимо независимо от наличия титра антител. На сегодняшний день никто из специалистов пока еще не может сказать, защитный этот титр или незащитный этот титр. Да? Вот список противопоказаний к вакцинации. Он свой для каждой вакцины, но он вполне общий. Посмотрите его на сайте stopcoronavirus.rf. В основном здесь тяжелые аллергические реакции, хронические заболевания в острой, подчеркиваем, в острой стадии. Вопросов по противопоказаниям от этого, конечно, меньше не становится. У каждого свое, и в каждом случае должен решать, конечно, врач. На самом деле существует принцип, который нужно просто понимать. Принцип звучит так. Если ожидаемая польза превосходит потенциальный риск, то вакцинация не просто не противопоказана, она рекомендована. Ну вот простой пример. У вас или у ваших знакомых сахарный диабет или проблемы с сердцем.
Ну, первое механистическое предположение, которое вы делаете, что все это очень страшно, лучше, конечно же, не вакцинироваться, то есть лучше вообще ничего не делать. А в принципе, можно просто себе представить, а что будет с таким человеком, который болен такими заболеваниями? Сахарный диабет и проблемы с сердцем – это очень плохо для ковида. Люди с такими заболеваниями очень тяжело болеют, и вообще риск летального исхода очень велик. Поэтому на самом деле вакцинироваться, конечно же, нужно и даже обязательно. И ожидаемая польза, она перевешивает. Ну и в результате у нас вот такая странная конструкция рождается. Ну да, но если знать принцип ожидаемой пользы, то все приходит в норму. Итак, давайте повторим еще раз. Первое. Новый штамм требует новых решений. Нам необходимо как можно больше антител. Второе. Нет референсных значений тестов на антитела. Нет таких чисел, которые расскажут вам все. Тени не дают полного представления о предмете. Отсюда третье. Время – наш главный показатель. Вакцинация после болезни и повторная вакцинация через полгода и более. Четвертое. Принцип пользы и риска. Если ожидаемая польза превосходит потенциальный риск, нужно действовать. Давайте доверять науке, а не знакомым медсестрам наших знакомых, врачам, которые говорят нам, что нужно срочно делать, а не интернет-гуру, убеждающим нас в том, что ничего делать не нужно. Отгородившись массивной стеной, спиною к реальности, наблюдая лишь за тенью на сводах пещеры, нам никогда не увидеть настоящего театра военных действий. Есть тысячи менее успешных историй, чем наша, которые, увы, уже никогда не будут рассказаны. Михаил Любимов, Роман Безменов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.